أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Лучшим началом нашей сегодняшней встречи, нашего маджлиса будут аяты Священного Корана, которых нам прочтет Кари Мухаммад Али. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья, добро пожаловать на очередной из маджлисов, благодатных маджлисов ислама, маджлисов знаний, на маджлис, провозглашенный как маджлис единения, маджлис единства. И такая тема и такое название выбрано неспроста, потому что, если сказать о положении во всем мире целиком, мир стоит на грани глобальных потрясений. Особенно вся наша мусульманская умма находится в очень большой смуте, стоит перед большими угрозами. Если говорить о нас, говорить о нашей стране целиком, мы знаем, перед какими угрозами и перед какие сложные периоды переживает наша страна. И тем более наша республика многонациональная, республика, которая объединяет людей разных народностей, людей разных порою взглядов внутри религии. И сегодня самым основным спасением, главным нашим орудием должно быть единение наших рядов, воссоединение, сплочение наших сердец, наше братство. Потому что какие бы ни были у нас внутренние или внешние, или любые враги, их ничто не может порадовать, чем внутри нас наша рознь.
наша вражда. Поэтому, альхамдулиллах, наша республика всегда пережила разные испытания. Какие-то люди пытались на почве на межнациональную рознь привносить, не удалось. Какие-то люди пытались, привнеся сюда радикальные взгляды, стравить одних мусульман против других. Конечно, мы от этого периода пострадали. Мы пострадали от убийств наших алимов, от убийств наших граждан, той экстремистской экспансии, которая была буквально, можно сказать, недавно. Альхамдулиллах, хвала Всевышнему Аллаху, благодаря иману в сердцах, благодаря знаниям, которые распространяют наши алимы, наши мадраса, благодаря заряду сабра, которую давали нам наши духовные наставники, наши машайхи, альхамдулиллах, мы все это преодолели, и иншаллах в дальнейшем тоже мы преодолеем все испытания. Наша задача сегодня поговорить, напомнить и себе, присутствующим, и всем, кто нас услышит, призывы священного Корана к братству. Назидание, наставление нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассаляма к единству. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма в хадисе говорит: «Ла тадхулул джанната хатта ту'мину». В рай вы не войдете, пока вы не уверуете, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. «Ва ла ту'мину хатта тахаббу». И вы не уверуете, пока вы все друг друга не полюбите. Указать ли мне вам на то, что заставит ваши сердца полюбить друг друга? Говорит, смысл хадиса далее таков. Посланник Аллаха говорит: «Афшу салама байнакум». Провозглашайте салам, наш салам, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Это мы при каждой встрече друг с другом, при каждом разлуке друг с другом, мы что говорим? Ассаламу алейкум говорим. Ассалам – это мир. Религия наша, религия мира, религия согласия. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, установил законы, установил соглашение, в котором в Медине он объявил как одну умму людей, жителей всей Медины, а это были и христиане, это были и иудеи, это были и язычники, это были мусульмане. Ахлю Яthриба умматун вахида, он сказал. Ахлю Яthриба, то есть жители Медины, это одна умма. Конечно, кто его нарушил, тот его нарушил, но однако наш посланник Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, наша религия – это посол мира, где бы он не распространился. Поэтому сегодня тоже, когда мы слышим, обычно мы, дагестанский народ, горячий народ, темпераментный народ, очень торопится отвечать подобным же. На грубость грубостью, на оскорбление оскорблением, на провокации провокациями. Но это и дети могут такое. А наше главное орудие, как сказано в Священном Коране, не сравнятся добро и зло, говорит Аллах в Священном Коране. Ты борись со злом добротой, говорит Аллах. И тогда, говорит, твой злейший враг, тот, кто хочет вражды с тобой, благодаря твоей доброте, он превратится в твоего милейшего, доброго друга. Не все стоит, не на все нужно обращать внимание. Что-то можно пропустить мимо ушей. Что-то можно простить ради того, чтобы сохранить наш долг. Наш долг сохранения братства в религии – это ваджиб, это один из ваджибатов, потому что Всевышний Аллах в Коране сказал: «Иннамаль му'минуна ихва, фа аслиху байна ахавайкум». Воистину,
уверовавшие лишь братья, уверовавшие. То есть настоящее братство – это когда мы на почве веры, на основе веры во Всевышнего Аллаха объединяемся друг с другом. Также очень легко нам поддерживать родственные узы, когда их взаимно с нами поддерживают. Потому что если твой брат, твой родственник, к тебе посетил, с тобой поддерживает связи, естественно, ты должен быть абсолютно глупым человеком, чтобы не ответить ему взаимно. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе говорит, поддерживающим родственные узы не является тот, кто отвечает взаимностью. Когда с ним поддерживают, пожалуйста, я тоже приду. Иннамаль василу, воистину говорит, тот, кто поддерживает родственные узы, это тот, который их поддерживает, даже когда пытаются их разорвать. Когда тебя бросает твой близкий, нельзя обижаться, нельзя в ответ объявлять ссору ему. Сделай первый шаг, и ты поднимешь, восстановишь эти родственные узы. Спроси, я тебя чем-нибудь обидел? Я перед тобой что-нибудь тебе должен, брат? Мне очень было обидно то, что мы долго с тобой не видимся, мы не связываемся. Тот, кто делает первый шаг, тот ближе ко Всевышнему Аллаху, тот милее для Всевышнего Аллаха. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла яхиллу лимриин муслимин ан яхджура ахаху фаука талафин». Мусульманину недозволительно находиться в ссоре более 3 дней. «Ялтакияни фаюриду хада ва юриду хада». Они встречаются друг с другом и отворачиваются друг от друга. «Ва хайрухум аллади ябдау биссалам». Лучшим среди этих двоих является тот, кто первым поприветствует, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Конечно, кто-то скажет, это тяжело, высокие награды легко не даются. Довольство Всевышнего Аллаха нельзя достигнуть, получить на удовольствиях. Довольство Всевышнего Аллаха можно получить, когда мы делаем то, что нам сейчас не хочется. Как можно вылечиться? Вылечиться от боли и болезней можно, только выпив горькую таблетку. Горькое лекарство. Поэтому, дорогие братья, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, «Хуффатиль джаннату биль макарихи». Рай окружен именно теми вещами, которым нам не хочется делать. Поэтому сначала хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто отозвались на наше приглашение на этот маджлис. Также хочу особо поблагодарить министра Республики Дагестан по национальным вопросам Энрика Селимовича, который сам вышел со мной на связь, поддержал наше мероприятие и обещал отправить представителя. У государственных чиновников всегда бывают очень большие задачи, мы это понимаем, поэтому также огромная благодарность нашим гостям, муфтиям разных регионов, до которых также дошли пригласительные. Здесь на мероприятие были приглашены разные люди, но у разных причин. У кого-то близкий человек скончался, у кого-то там болезнь возникла, мало ли. Мы любое узру от любого человека, мы всегда это понимаем. И, иншаллах, тот, кто опоздал, те присоединятся. И сегодня с этим своим выступлением хочу заранее еще сказать, что на этом мероприятии будут только призывы к уважению друг друга, к любви друг к другу, к прощению друг друга, почитанию наших старших, любви нашим алимам. Достоинство алимов – это очень важная вещь в этой религии.
Поэтому в наше смутное, тяжелое время очень важно хотя бы не допустить, не сделать, не сказать то, что может стать причиной раздоров, причиной вражды в нашей умме. Да поможет нам Всевышний Аллах успешно провести наше мероприятие, иншаллах, получить награду за поминание Всевышнего Аллаха, чтобы этот маджлис Всевышний сделал кафаратом, искуплением всем нашим грехам, проступкам, которых мы совершали в разных сборищах.